Сегодня временно исполняющий обязанности главы республики Егор Борисов осмотрел главные проблемные объекты столицы и строящиеся дома по программе переселения граждан из аварийного и сгоревшего жилья. Подробнее в материале Александры Охлопковой. Первый объект, который посетил Егор Борисов, это строящийся дом на улице Богдана Чижика. Он будет сдан в 4-м квартале этого года. Из 236 квартир 130 выделено переселенцам из аварийного жилфонда. Егор Борисов сегодня встретился с одной из семей, которые вошли в программу переселения. Семья Каймоновых 70-х годов проживала в двухэтажном ветхом доме по улице Орджоникидзе. Теперь эта многодетная семья благодаря программе обретет новую крышу над головой. Да, ой, наконец-то. Дождались, можно сказать. Район? Район, ой, почти что центр сейчас. Это раньше была окраина, а сейчас все автобусы рядом, коммуникации рядом, магазины, все. Школа вот тут, внук пойдет в школу, там поликлиника. У нас-то там 61,1, а тут сказали 70 с лишним квадратов. Как вам? Нравится? Очень. Уже смотрели, очень понравилось. Тем не менее, в РИА главы Якутии Егор Борисов дал указание администрации столицы выполнить планы по переселению людей из ветхих и аварийных домов. В противном случае республиканские деньги будут перенаправлены в другие районы и города. Тогда надо остановить, деньги снять и отдать другим районам. Мирный отдать, мирного отдать, если такие условия ставить. В 2015 году свои поставки, в 2015 году и так сдать. Правильно, в течение года. А деньги отвлекать не надо. Егор Борисов потребовал определиться с выполнением планов по строительству домов для переселенцев в течение недели. Вы должны в этом году освоить определенную сумму, сдать определенный объем квартир. Вы сносить должны определенный объем жилья. Если вы выполняете, то один вопрос. Но по сути, той работы, которую я вижу своими глазами, эта работа сегодня меня не удовлетворяет. Далее рабочая группа осмотрела 17-й квартал. Практически все дома этого района города можно отнести к аварийным. Сейчас разрабатывается программа по переселению граждан и обустройству 17-го квартала. Тут этажность была ограничена 5 этажами. Потом проводили оценку шума от летающих самолетов и разрешили сейчас частично 12 этажей, частично 8 этажей. Вы с городом подготовьте концепцию вообще застройки 3 кварталов. 17-й, зала и сосад. Вот этот квартал мертвый. А здесь больше населения живет. И при том здесь очень такое... Очень сложная категория населения. Там только частники живут. Там хоть сознательный народ, который там за свою усадьбу следят, старается как-то жить. Поэтому здесь надо очень по-другому подойти. Следующей территорией, которую посетил Егор Борисов, стал 55-й квартал в районе Залага. По проекту с улицы Дежнева должен застраиваться так называемый частный сектор. Впрочем, и сейчас там преобладают частные дома. Но Егора Борисова возмутило хаотичное строительство. Поэтому он дал поручение столичным властям до 1 сентября разработать концепцию строительства и благоустройства с тем, чтобы определить их стоимость. Поручений у нас очень много. Это в основном проработка концептуального развития города, это переселение граждан и перспектива застройки нашего города. Определены районы, где мы должны в самые кратчайшие сроки предоставить концепцию развития этих территорий. Конечно, есть проблема в том, что жилья недостаточно, что нужно ускорять темпы, потому что и, конечно, в первую очередь осваивать те средства, которые будут до нас доведены, и, соответственно, все объекты должны быть построены в срок. По результатам сегодняшней проверки будут даны соответствующие поручения, которые позволят уже в ближайшем будущем благоустроить районы и подготовить проекты их развития. Александра Охлопкова, Вадим Ганкевич, Иван Семенов, НВК СХ, Якутск.